Здравствуйте. Это суть дела. Уважаемый американский журнал «Атлантик» пишет, что в Китае до миллиона мусульман находятся в специальных лагерях для перевоспитания и отказа от своих верований. Большинство задержанных – мусульмане-уйгуры. Китайские власти отвергают эти обвинения, уточняя, что в стране существуют просто школы по перевоспитанию преступников. По данным ООН, удерживаемые в лагерях граждане, большинство из которых принадлежат к мусульманскому этническому меньшинству уйгуров, рассказывают, что на протяжении нескольких месяцев их заставляли отрекаться от ислама, критиковать собственные мусульманские убеждения, верования, а также часами повторять пропагандистские песни коммунистической партии. Есть сообщения о том, что некоторых содержащихся в лагерях заставляли есть свинину и пить алкоголь. Хотя религиозные убеждения запрещают мусульманам употреблять эти продукты. Существует сообщения о пытках и смертях удерживаемых в лагерях людей. Китайская сеть системы лагерей в Синьцзянь-Уйгурском автономном регионе удвоилась за прошлый год. Исполнительная комиссия Конгресса США по вопросам Китая назвала систему наиболее массовым заключением нацменьшинств в мире на сегодняшний день. Пекин начал с преследования уйгурских экстремистов. Но теперь любое проявление исповедания мусульманской веры может закончиться для жителей региона тем, что их просто отправят в лагерь. Когда ООН во время заседания раскритиковала китайскую систему лагерей, Пекин заверил, что не существует такой вещи, как центры перевоспитания. Хотя в правительственных документах их именно так и называют. Вместо этого китайская сторона подметила, что это просто профессиональные технические училища, но для преступников. Вот расшифровка аудиозаписи, которую власти распространяли среди уйгуров через социальную сеть китайскую WeChat. Члены общины, которые были выбраны для перевоспитания, заражены идеологической болезнью, религиозным экстремизмом и насильственной террористической идеологией. Поэтому им нужна стационарная помощь в больнице. Религиозная экстремистская идеология – это вид ядовитого препарата, который путает мысли людей. Если мы не искореним религиозный экстремизм, насилие будет расти и распространяться везде, как неизлечимая опухоль. Религиозные убеждения в Китае считаются патологией, говорит профессор китайской истории Джорджтаунского университета США Джеймс Милвард. По его словам, Пекин всегда считал религию фактором, который усиливает сепаратизм. Поэтому теперь спецлагеря называют больницами, которые якобы должны лечить такие вещи. Это как процесс вакцинации, что-то вроде медицинской процедуры выявления и уничтожения болезни, которую они хотят применить ко всему населению Синьцзяня, чтобы убить экстремизм. Но речь идет не просто об одноразовых уколах, а о том, чтобы запереть людей на много месяцев в плохих условиях. Так считают эксперты. Уйгурский ученый Тахир Имин, который работает в Соединенных Штатах, но члены семьи которого находятся в китайских лагерях, говорит, что не удивлен тем, что Пекин называет религию болезнью. По его мнению, лечение – это попытка ликвидировать мусульманские этнические меньшинства и силой заставить их интегрироваться в китайское большинство. Если у этих людей есть какая-то болезнь, то это всего лишь их принадлежность к уйгурскому народу, говорит он. Кроме уйгуров в лагеря отсылают и представителей других меньшинств, таких как казахи и киргизы. Думаю, китайское правительство говорит, это идеологическая больница. Сюда отсылают каждого, кто этнически не китаец. Такие люди больны, опасны, ненадежны, нездоровы, сказал Имин. Ужас заключается в том, что это лечение мусульманских меньшинств нередко вызывает настоящие психологические проблемы. Уйгуры, живущие за границей, узнают от своих родственников, что после лагерей у них появляются проблемы, расстройства, бессонница, депрессия, тревожные состояния и паранойя. Вот я, будучи человеком абсолютно неверующим, не могу все же спокойно относиться к таким радикальным способам пропаганды атеизма. Наши почти союзники китайцы прибегают к явно запрещенным приемам в своей внутренней политике. Не знаю, как вам, но мне это не безразлично. Это была суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь.